понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Доброе утро, полуостров. 8:38 на часах. С вами снова самое крымское в мире радио Крым Реалии и я, Максим Кошелев. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц и на нашем сайте Крым Реалии. Крым в центре внимания. Накануне в Украине вспоминали жертв депортации крымско-татарского народа 1944 года. В 72-ю годовщину этого трагического события президент страны Петр Порошенко на траурном собрании вновь заговорил о статусе Крыма. И впервые, наверное, на официальном таком уровне глава государства заявил, что поддерживает создание крымско-татарской национальной автономии. Петр Порошенко отметил, что он поручит рассмотреть этот вопрос Конституционной комиссии. Как воспринимают эту новость сами крымские татары, их национальные лидеры и другие члены Украины? Это будет темой сегодняшнего нашего утреннего разговора. У нас в гостях член Меджлиса крымско-татарского народа, главный редактор агентства «Крымские новости» Гаяна Юксель. Доброе утро. Здравствуйте. Для начала я предлагаю послушать небольшой сюжет на эту тему, а потом уже, собственно, обсудим саму проблему. Репортаж. Президент Украины Петр Порошенко планирует изменить конституцию страны, чтобы автономная республика Крым стала национальной, крымско-татарской. Об этом он заявляет 18 мая, в 72-ю годовщину депортации крымских татар з полуострова. Наша задача – захистити кримсько-татарський народ та його батьківщину в Криму. А стратегічно, крок за кроком, звільнювати український півострів від російської окупації. Ми, хоча із запізненням, усвідомили необхідність створення в Криму національної автономії кримських татар з повним, зрозуміло, гарантуванням рівних прав і свобод етнічних українців, россиян та інших этносів півострова. Была бы крымско-татарская автономия, не было бы российской оккупации полуострова, так считает глава Меджлиса крымских татар Рифат Чубаров. Свою позицию он озвучивает на встрече реквиеме. Явне ігнорування фундаментальних прав корінного народу, небажання додання Криму статусу національно-територіальної автономії як форми самовизначення кримсько-татарського народу в складі незалежної України стали причинами слабкості позиції української держави на півострові, що сприяли Російській Федерації в лютому 2014 року оккупувати Крым. В марте 2014-го украинский парламент признает крымских татар коренным народом полуострова, а в мае 2016-го в рамках декоммунизации переименовывает 70 населенных пунктов и районов Крыма. Большинство новых названий прежние крымско-татарские, те, что были до депортации, но есть и нереализованные требования. Среди них гарантированное законом представительство крымских татар во всех органах власти региона и официальный статус их языка, представленный Украиной. Крымские татары – это более 12% жителей полуострова, порядка 240 тысяч человек. Таковы данные переписи населения последних лет. Репортаж. Я напоминаю, что это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Еще раз 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Заходите на наш сайт Крым Реалии, читайте там наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции наших эфиров. Гаяна, вот если говорить то, о чем сказал Рифат Чубаров, о том, что если бы не было потеряно столько времени, и если бы к 2014 году был бы Крым в статусе национальной автономии, могло бы и не произойти аннексии. Как это могло бы помешать? В чем бы это выражалось? Ну, прежде всего, это представление Украины на международных площадках, потому что одно дело, когда мы говорим на международных аренах о оккупированной территории, совсем другое дело, когда мы говорим о попрании прав коренного народа. Вы знаете, что обсуждения в таких организациях, как ООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и других международных организациях, в том числе и европейских, когда оно ведется с точки зрения поправки
попрание прав и ущемление прав коренного народа, оно имеет больший вес, имеет большую значимость и обсуждается уже совсем под другим углом. Кроме того, сама ситуация в Крыму имела бы совсем иные последствия и иное развитие событий. Я больше чем уверена в этом. Вчера я уже говорила об этом, что элементарный такой пример, как представительство крымских татар в крымском парламенте, если бы оно было квотированным и было бы число в 20, 25, 30 крымско-татарских депутатов в составе крымского парламента, вот этого псевдореферендума бы не было. Кроме того, если бы мы имели усиление крымских татар в власти Крыма, возможность введения их на государственные посты, то ситуация в Крыму развивалась бы совсем иначе. Крымско-татарский народ в тот момент на тот исторический отрезок времени, да, в тех реалиях делал все возможное. Все мы помним митинг 26 февраля, инициированный Меджлисом и поддержанный крымско-татарским народом, большинством крымско-татарского народа, к которому присоединились и украинские патриотические силы, и другие граждане Крыма сознательные. Совсем бы другие были рычаги воздействия, если бы Украина действительно 23 года не вела такую вот продуманную, целенаправленную политику по ущемлению или ограничению прав крымских татар. Вопрос еще в том, что, возможно, не все и в Крыму, и в Украине не все готовы воспринять эту еще идею, да. Дело в том, что, ну, для того, чтобы изменить этот статус, нужно будет внести изменения в Конституцию, нужно конституционное большинство в парламенте, нужен долгий процесс провести. Например, среди тех же депутатов есть противники автономии, не только национальной, а вообще автономии. Вот у нас на телефонном включении с нами есть депутат Верховной Рады Украины Олег Медуница. Олег Вячеславович, здравствуйте, доброе утро, вы нас слышите? Да, доброго ранку. Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, вот, вы выступаете против автономного статуса Крыма, я правильно понимаю? Ну, я взагалі виступаю проти автономії будь-яких територій в складі України, оскільки ми унітарна держава. То есть вы будете выступать в случае чего против вот такой инициативы президента и, может быть, там многих депутатов, которые предлагают все-таки Крыму предоставить статус национальной автономии? Я хочу зрозуміти, що це за статус національної автономії. Я би краще по-іншому захистив права кримсько-татарського народу на здійснення ним влади в Криму. Наприклад, спеціальним законом, де б зобов'язав прем'єр-міністра і президента призначати на керівні посади органів виконавчої влади в Криму саме представників кримсько-татарського органу самоврядування Меджлісу і визнав також спеціальним законом статус Меджлісу в Криму. Ну, то есть определенный принцип квотирования вы все-таки бы предполагали, да? Да, обов'язково. Абсолютно очевидно, що так сталося в силу певних історичних подій, пов'язаних з нашим тоталітарним минулим, що кримсько-татарський народ став меншиною на своїй історичній батьківщині. Тому наш обов'язок закріпити його право на здійснення влади в Криму, оскільки абсолютно очевидно, якби відбувалися прямі вибори цієї влади в Криму, то навряд чи кримські татари здобули б на виборах це право. Олег Вячеславович, скажите, а вот, ну, по вашей оценке, сколько ваших коллег нардепов вот придерживаются подобной точки зрения? Я не можу говорити про це, бо у нас не було дискусії. Чесно кажучи, ми були так заскочені такою заявою президента. Вона була концептуальна, але не вияснена, що саме мав на увазі президент. Ну, якби от у мене ви почули мій підхід до цієї справи. Я понял. А скажите, как вы думаете, насколько вообще реально и насколько быстро может этот процесс состояться? И вообще может ли он состояться в условиях нынешнего парламента нашего, да, его состава? Ну, я думаю, що нинішній склад парламенту
піде на законодавче закріплення прав кримськотатарського народу на здійснення влади в Криму. Але абсолютно очевидно, що де-факто це може відбутися тоді, коли Крим буде реокуповано і він буде повернутий під юрисдикцію України. Очевидно, що треба буде робити кількарічні фільтраційні заходи в Криму, щоб виявити тих осіб, які активно співпрацювали з окупантом. Напевно, треба буде приймати спеціальний закон по відношенню до таких осіб і паралельно треба відновлювати права кримськотатарського народу. Спасибо большое. Это был народный депутат Верховной Рады Украины Олег Медуница. Он, напомню, выступает против каких бы то ни было автономий, но в то же время поддерживает идею все-таки квотирования представительства в органах власти Крыма для крымских татар. Я, с вашего разрешения, хотела бы возразить, если вы позволите. Дело в том, что крымские татары на своей родине это не меньшинство, а коренной народ полуострова, народ, который исторически сформировался на этой территории. И я бы не привязывала права того или иного народа к его численности, потому что если в международном праве исходить из численности населения и таким образом рассматривать международное право, права и обязанности тех народов, тогда самыми преимущественными, да, народом, который находится в большем преимуществе, будут китайцы. Вот. Поэтому это не... И вообще величие народа или его... Величие народа не определяется его численностью. Поэтому вот этот принцип, который сейчас озвучен, он, на мой взгляд, является очень спорным и требует рассмотрения. И вообще, в целом, совершенно верно вы говорите, Максим, этот вопрос, он требует обсуждения, общественного обсуждения. Он уже обсуждался, но заявлением президента дан старт такому громогласному, активному обсуждению, в том числе в средствах массовой информации. Вот. А что касается того, как это будет, то, насколько я понимаю, сейчас нету даже какого-то глубокого драфта вот этого законопроекта о придании статуса Крыма крымско-татарской национальной автономии. Но, тем не менее, это работа, которая должна быть выполнена, и в том числе большая обязанность ложится на членов Меджлиса, на средства массовой информации, на общественность. Вот вопрос в том, что у нас общественность очень часто, вот, ну и даже вот многие депутаты, наверное, превратно понимают или, может быть, недопонимают, что такое национально-территориальная автономия. То есть в том числе и в Крыму кто-то просто этого не понимает, кто-то на этом спекулирует, и у многих есть представление о том, что крымско-татарская национальная автономия — это значит полная власть и такой диктат крымских татар в ущерб другим национальностям. Совершенно верно. Дело в том, что крымско-татарская национальная автономия — это цель национального движения, которая была озвучена и закреплена еще в 1991 году во время проведения второго курултая крымско-татарского народа в городе Симферополе. Это второй курултай, после первого, который прошел в 1917 году в Бахчисарае. Так вот, за это время, а прошло больше 20 лет, совершенно и неверно толковалась идея национальной автономии. Это не разделение населения Крыма на первосортных и второсортных, как это превратно преподносилось отдельными силами, особенно в пророссийских СМИ. Это закрепление статуса коренного народа, которое дает возможность вести деятельность на внутригосударственном и международном уровне со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но ни в коем случае не ущемление представителей других народов, которые точно так же на тех же условиях, с теми же возможностями будут осуществлять свою деятельность в Крыму. Дело в том, что сам законотворческий, да, особенно конституционный процесс, он достаточно сложный. Мало будет изменить Конституцию Украины. Да? Дело в том, что составной частью, по сути дела, этой Конституции является Конституция Крыма, да, которая идет. И, по идее, ее тоже нужно менять. Вот об этой коллизии давайте поговорим с юристом, специалистом по конституционному праву Мариной Ставничук. Она с нами на телефонной связи. Марина Ивановна, доброе утро. Доброго ранку. Скажите, пожалуйста, насколько вообще проблемным может стать вопрос вот изменения Конституции в плане статуса автономной Республики Крым, превращения ее в национально-территориальную автономию? Что для этого, насколько большой пласт законов придется поменять?
Насправді це дійсно серйозна і державна проблема. І для того, щоб вирішити на практиці цю проблему, це питання, не скільки проблему, скільки питання, необхідні зміни і до Конституції України, і необхідні зміни, безумовно, до Конституції Автономної Республіки Крим, яка за складним механізмом приймається в Україні, тому що її приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим, перш за все, а затверджує Верховна Рада України не менше як половиною від конституційного складу парламенту українського. Тому організаційно це безумовно складно. Тим більше, що сьогодні Україна перебуває у реальному стані війни, хоч українська влада не визнає такого стану, але ми маємо серйозні проблеми з легітимністю конституційного процесу, який уже ведеться сьогодні в Україні. Мова йде про внесення змін в частині судової влади, і в частині місцевого самоврядування до Конституції України. І тому практична реалізація питання, яке пов'язане з автономією, національною автономією в межах Автономної Республіки Крим, безумовно, має серйозні складнощі. Але я хочу і звернути увагу на те, що президент України, ставлячи це питання, сказав, що українська влада запізнилась. Я думаю, що українська влада запізнилась у цьому питанні і в широкому історичному контексті. І ви завели про це мову, що, власне, це питання піднімалось ще в 90-ті роки, коли утворювалась, власне, незалежна Україна. И, безумовно, и теперешняя украинская влада... Марина Ивановна, извините, что перебиваю. Скажите, пожалуйста, а вот как физически, как фактически провести эти изменения через Верховную Раду Автономной Республики Крым, которая сейчас, фактически не под контролем? Ви розумієте, я вам не випадково сказала про те, що це дуже серйозні складнощі, тому що сьогодні територія Автономної Республіки Крим анексована, і це чіткий різновид агресії. На території керує сьогодні країна-окупант, на території Автономної Республіки Крим. І парламент Криму обраний уже за законодавством Росії. Тому от чому ви мене перебили, я почала говорити про те, що ці складнощі пов'язані з цілим рядом теперішніх умов. І якби українська влада, український президент ще, скажімо, одразу після анексії Крима порушував це питання, можливо, можна було б його починати вирішувати в такому серйозному політичному плані. Сьогодні мені видається, що ця заява президента України є скоріше наміром, скоріше побажанням, скоріше мрією, чим реальним кроком у найближчій перспективі. На жаль. Але я розумію... Спасибо большое. У нас, к сожалению, ограничено время наше. Это была Марина Ставнейчук, юрист, специалист по конституционному законодательству. Гаяна, вот есть вам что добавить к мнению эксперта или нет? Вот не станет ли камнем преткновения, что здесь на украинском уровне, на уровне парламента Украины решение будет принято, но забуксует оно на этапе того, что нужно решение формально хотя бы крымского парламента? Вы знаете, обсуждение того, какие ошибки были сделаны, и обсуждение того, поздно или это не поздно, это, конечно, важно, но сейчас нужно сосредоточиться на другом. Что делать дальше? Я думаю, что если возникают ситуации, когда встают перед нами какие-то юридические коллизии или тупики, решения должны быть политическими. Потому что мы находимся в чрезвычайных условиях, мы знаем все ту ситуацию, в которой находится Крым, находится Украина, и какие-то вопросы необходимо решать политически. Как это будет? Я еще раз повторяю, серьезное обсуждение начинается сейчас. Еще какого-либо пути или способа разрешения этой проблемы не очерчено, но я думаю, что совместными усилиями мы этот путь найдем.
Ну, то есть, я правильно понимаю со слов вот и народных депутатов, да, что немножечко все-таки врасплох оно застало. Я понимаю, что крымские татары и меджлис крымско-татарского народа всегда об этом говорил, но в целом политикум, да, это заявление застало врасплох, не готово еще пока. Ну, я бы не сказала, что застала или не застала врасплох. Крымские татары это постоянно говорили об этом, всегда на всех уровнях. Другое дело, что, наверное, не то, что врасплох, не хотели слышать, а теперь должны услышать. И работа, которая будет вестись, она будет продолжаться. В этом контексте очень многое зависит от нас и от нас с вами. От нас, как представителей крымско-татарского народа, от вас, как представителей средств массовой информации. Поэтому как мы проведем эту работу, как мы предложим этот механизм, этот путь, так этот вопрос и будет решаться. Будете убеждать депутатов? Будем работать. Будем работать. Если коротко, буквально одним предложением, вы верите в то, что в ближайшее время возможно все-таки превращение Крыма в национально-территориальную? Конечно, верю. Ведь мы видим, что идут позитивные изменения закона о декоммунизации, как первый шаг. 70 населенных пунктов, хотя в Крыму более 1400 населенных пунктов, рассмотрение названия которые еще предстоит. Это первый шаг в историческом контексте, да, в отношении национальной топонимики. Закон о крымско-татарском народе, который в прошлом году был принят, о признании депортации геноцидом, актом геноцида. Это первые показатели, и дальнейшая работа должна Спасибо вестись. большое. Я напоминаю, что это было радио Крым Реалии. Нашу вечернюю программу слушайте в 18:30. С вами был Максим Кошелев. Встречаемся, как обычно, с понедельника по пятницу на средних волнах и онлайн на нашем сайте Крым Реалии. Удачного дня. Услышимся.